Эфир Абхазского телевидения продолжается, и вы смотрите информационный выпуск Камши Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. В парламентском комитете обсудили закон о клевете и предлагаемые изменения в Уголовный кодекс. В Госуправлении по государственной языковой политике презентовали 5 новых изданий для детей и взрослых на абхазском языке. Каким будет лето этого года и с чем связана необычная для этого времени теплая погода? В парламентском комитете обсудили закон о клевете и предлагаемые изменения в Уголовный кодекс. Депутаты также рассмотрели проекты закона о статусе депутата Народного собрания и о внесении изменения в Конституционный закон о Кабинете министров. Заседание проходило с участием представителя президента республики в парламенте, уполномоченного по правам человека и представителей Генеральной прокуратуры. Все подробности в репортаже Шазины Ханагуа. В повестке рабочего заседания Комитета по государственно-правовой политике 4 вопроса. Первым депутаты рассмотрели проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты, который предусматривает внесение изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы по таким статьям, как клевета, оскорбление представителя власти. Предусматривается установление наказания в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет со штрафом в размере 200 тысяч рублей. Я хотел бы напомнить, уважаемые коллеги, что у нас предварительно была уже инициатива со стороны Генеральной прокуратуры. Мы уже обсуждали ее, комитет вынес отрицательное решение. После этого у нас получилось так, что Генеральная прокуратура отозвала свое законодательное предложение, свой проект, но администрация президента, существенно дополнив его, прислала уже от себя. И вот сегодня мы уже обсуждаем данную тему. Проектом закона также предусматриваются основания для освобождения от уголовной ответственности за клевету. Так, лицо, совершившее преступление, освобождается от уголовной ответственности в случае опровержения распространенных им недостоверных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица при наличии согласия потерпевшего. Законопроект предусматривает ужесточение меры наказания за оскорбление. Уголовная ответственность в соответствии с проектом закона наступает и за оскорбление, совершенное публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть интернет. Проект закона предусматривает и уголовное наказание за оскорбление представителя власти. Данный проект закона инициирован президентом Асланом Бжаня. В случае, когда клевета соединена с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, проектом закона предусматривается установление наказания в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет со штрафом в размере 200 тысяч рублей. В части 2 оскорбления отсутствовал квалифицирующий признак распространения в информационно-телекоммуникационной сети интернет. Кроме того, что касается статьи 321 Уголовного кодекса Республики Абхазия «Оскорбление представителя власти». Это и сотрудники правоохранительных органов и иных ведомств, которые входят в круг представителей власти. Действующая редакция предусматривает очень, скажем так, мягкие санкции. Они сопряжены со штрафом и с исправительными работами. А лица, исполняя свой долг в соответствии, скажем, если это касается правоохранительных органов, в соответствии с законом о милиции, в их адрес высказываются и в неприличной форме, однако должное наказание не получают. Поэтому мы согласны с теми предложениями, которые представлены администрацией президента. В действительности необходимо усилить санкции. О своем видении данного законопроекта рассказали члены аппарата уполномоченного по правам человека в Абхазии. Та редакция, которая действует сейчас, она предполагает формулировку «заведомо ложные сведения», которые означают, что эти сведения ложны по своему определению. И субъект, который распространяет эти сведения, заранее знает ложность этих сведений и целенаправленно их распространяет. Именно в заведомой ложности данных действий проявляется злонамеренность и стремление порочить честь и достоинство другого лица. И подобно указывает на то, что для клеветы необходимо наличие вины в форме прямого умысла.
Данные же поправки приведут к тому, что помимо прямого умысла люди по неосторожности могут быть привлечены к уголовной ответственности. Также это может привести к массовым уголовным делам за распространение почти любой информации. Депутаты высказали свое мнение по данному проекту закона. Что касается ужесточения статей концептуально, да, я думаю, что некоторые вещи вызывает само время. У нас огромное количество личных выяснений, отношений, личных конфликтов. Я имею в виду не депутатов, а республику в целом. Да. И данные статьи будут действовать не только на людей, которые не обладают определенным статусом и чиновников, но и на чиновников в том числе, которые тоже со своей стороны позволяют себе переходить на личности. Что касается содержания самих статей, конечно, некоторые вещи у меня вызывают вопросы. Во-первых, правоприменение. Во-вторых, что касается клеветы. Само понятие клеветы подразумевает заведомую ложность. Да? Если взять любой словарь, да, в том числе словарь Ожегова, там об этом сказано. Это меня смущает. Также меня смущает сложение санкций статей, да, то есть идет там лишение свободы параллельно со штрафом. Но я за то, чтобы увеличить санкции по статьям, в частности, штрафы, касающиеся там, санкций, касающиеся штрафов, потому что там штрафы 5 тысяч или 10 тысяч рублей, они совершенно смешные. Меня чуть беспокоит вольное трактование вот этих вот норм, потом неустановленный круг лиц. И, у нас до сих пор нормально, профессиональной, проведенной или где будет проводиться лингвистическая экспертиза, вот этого института нету. Постановление о назначении экспертизы направляется в другие страны, там проводится очень много времени. Да, перевод из одного языка, да, на другой язык, да, кто это будет осуществлять, то есть Генеральная прокуратура, исполнительная власть, эти институты все должны начать работать. Мы должны знать четко в выражениях, что является клеветой, что является оскорблением. Следующим вопросом рассмотрели проект закона о внесении изменений о статусе депутата Народного собрания, который направлен на законодательное определение правовых основ и порядка выплаты пенсионного обеспечения депутатам первого созыва. Проект закона предусматривает регулярные ежемесячные денежные выплаты, предоставляемые депутатам, исполнявшим полномочия до ноября 1996 года. Денежные выплаты будут формироваться из расчета 75% от ежемесячного денежного содержания действующего депутата. Этот законопроект также инициирован президентом. В соответствии со статьей 27 Закона о статусе депутата Народного собрания парламента гражданину Республики Абхазия в течение 5 лет, исполнявший полномочия депутата Народного собрания, имеет право на пенсию депутата Народного собрания парламента Республики Абхазия при наличии общего трудового стажа 20 лет и достижении возраста там, для женщин 55 лет, для мужчин 60 лет. В соответствии с пунктом 1 статьи 25 закона депутату Народного собрания, независимо от занимаемой в Народном собрании должности, за исключением спикера Народного собрания, вице-спикера Народного собрания, устанавливается одинаковое ежемесячное денежное вознаграждение в размере ежемесячного денежного вознаграждения министра и одинаковое денежное поощрение. При этом здесь хочу отметить, что денежное поощрение не включается в состав денежного вознаграждения. Это в соответствии с действующим законом. Депутат Народного собрания Резо Зантария представил проект закона о нормативных правовых актах. Разработан он в порядке законодательной инициативы и может послужить реальной площадкой для обсуждения принципов построения будущей правовой системы современной Абхазии. Настоящий закон определяет понятия, систему и виды правовых актов Республики Абхазия, принимаемых правотворческими органами. Туда включаются должностные лица, а также устанавливает порядок их разработки, принятия и опубликования и толкования основных принципов.
В настоящее время основными терминами и принципами в нашем законопроекте определены принципы, что такое норма права, что такое правовой акт, нормативные правовые акты, ненормативные, подзаконными нормативными актами получили определение. И это достаточно большой законопроект, который регулирует ту необходимую часть с точки зрения правовых взаимоотношений между всеми субъектами, объектами, имеющими правоотношения друг с другом. Сказать о его необходимости, он очень необходим, данного закона, который регулировал бы все то, о чем я сейчас сказал, его у нас практически сегодня в стране нету. И предлагаю внимательно, детально изучить в случае необходимости, готовы внести изменения, но предлагаю, что вот в этом законотворчестве были применены практически все юридическое наше сегодня сообщество, постаралось с теми практическими проблемами, с которыми она сталкивалась в процессе правовых отношений, привести вот в соответствие для того, чтобы это было легко и просто работать, для того, чтобы улучшило качество всех правовых взаимоотношений между всеми участниками нашего сегодняшнего процесса. Депутаты также рассмотрели проект закона о внесении изменений в Конституционный закон о Кабинете министров. Речь идет об отсутствии в Конституционном законе бланкетной нормы, устанавливающей компетенцию Кабмина в разработке и утверждении такого основополагающего акта, как регламент работы коллегиального органа, возлагающего систему органов госуправления и обеспечивающего их согласованную деятельность. Единого порядка, который бы определял порядок реализации Кабинета министров своих полномочий. И, исходя из вышеизложенного, президентом Республики Абхазия внесен законопроект, который предусматривает о том, что порядок работы Кабинета министров, в том числе вопросы, связанные с принятием актов Кабинета министров в виде распоряжений и постановлений, будет этот порядок регламентироваться отдельным документом, который будет называться регламент, а регламент будет утверждать Кабинет министров. Это процессуальный порядок. Регламент будет определять порядок работы Кабинета министров, порядок реализации Кабмином установленных Конституцией, конституционным законом и законами функций. По итогам голосования проект закона о внесении изменений в Конституционный закон о Кабинете министров не рекомендован к принятию. В любом случае, все рассмотренные вопросы будут вынесены на ближайшее заседание сессии парламента. Щезина Ханагуа, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. Как известно, в Абхазии действует запрет на ввоз, рекламу и оборот электронных систем доставки никотина. Сотрудники МВД провели рейд, в результате которого в Сухуме выявлены факты реализации 104 единиц запрещенных устройств. Подробности в оперативной съемке. В Абхазии запретили ввоз, рекламу и оборот электронных систем доставки никотина. Согласно плану профилактических мероприятий, сотрудниками Управления общественной безопасности и Управления экономической безопасности МВД Абхазии совместно с отделом уполномоченных участковых милиций МОБ УВД по городу Сухум проведена проверка объектов розничной торговли в столице республики на предмет нарушения закона о регулировании оборота устройств для потребления никотиносодержащей продукции, их составных частей и элементов. Закон разработан для защиты жизни и здоровья населения республики, в особенности несовершеннолетних, от никотиносодержащей продукции и последствий ее потребления. Производители данной продукции агрессивно продвигают рекламу устройств и курительных наполнителей с различными ароматизаторами, как более безопасные. А разнообразие добавок и сладковатый привкус привлекают все больше новых потребителей, в том числе детей и подростков. В итоге у несовершеннолетних вырабатывается никотиновая зависимость и возрастает риск курения табака в будущем. Кроме того, вейпы могут нанести физические травмы, включая протечку устройств, ожоги от взрывов или неправильного срабатывания устройства. В ходе проведения проверок объектов розничной торговли выявлены факты реализации устройств для потребления никотиносодержащей продукции, их составных частей и элементов. Примечательно отметить, что подобные нарушения не допускают целевые брендовые точки, торгующие табачной продукцией. Запрещенные законом устройства не сняли со своих прилавков некоторые розничные магазины, а также торговые ларьки на центральном столичном рынке. В общей сложности в результате профмероприятия выявлены факты реализации 104 единиц запрещенных устройств. Владельцам торгово-розничных объектов необходимо соблюдать законодательство и помнить, что электронные системы доставки никотина, так называемые вейпы, запрещены к реализации на территории Республики Абхазия.
Рабочая встреча представителей Государственного таможенного комитета Абхазии и Федеральной таможенной службы России прошла на пункте пропуска «Адлер». На совещании подвели итоги работы приграничных таможенных служб в период цитрусового сезона и обсудили подготовку к предстоящему туристическому сезону, сообщает ГТК Абхазии. Стороны обговорили вопросы оптимизации таможенных процедур в отношении физических и юридических лиц, товаров и автотранспортных средств. В частности, возможность открытия дополнительных линий окон таможенного оформления, использования резервного автомобильных полос движения и применения реверсивного движения в период пиковых нагрузок, а также оказание помощи предпринимателям при таможенном оформлении товаров из Республики Беларусь. В Галлии идут работы по укреплению русла реки Квишона, которая подобралась совсем близко к жилым постройкам и стала представлять угрозу. Местные жители обратились в администрацию района, которая нашла возможность и оказала содействие в решении проблемы. В администрацию Гальского района жители улицы 8 марта обратились с заявлением, с просьбой укрепить русло реки, которая проходит через центральную часть города. Неделю назад были начаты работы по укреплению русла реки. Здесь, как вы видите, дом подмывает. В связи с этим была вызвана большая техника для того, чтобы устранить эту проблему. На сегодняшний день проводятся работы по переброске русла реки, чтобы возможно было установить бетонные плиты высотой 3 метра, которые будут в дальнейшем защищать берег реки и, соответственно, уже дом подмывать в принципе не будет. Здесь работы разделены на 3 этапа. Первый этап – это переброска русла реки. Второй этап – установка нижней площадки по заливке бетонных плит. Соответственно, после армировки будет второй ряд плит. И, соответственно, завершающий этап – это уже установка 3-го ряда плит и засыпка со стороны дома укрепляющим специальным балластом. Данная проблема существует давно, но в связи с тем, что у администрации не было собственных средств для устранения данной проблемы, в бюджет 2024 года были предусмотрены эти средства за счет республиканского бюджета. В конце марта было финансирование, и вот уже, в принципе, в течение 15 дней ведутся работы по данной проблеме. Работы проводятся сухумскими подрядчиками, так как у нас нет такой соответствующей техники, поэтому нам пришлось пригласить сухумских подрядчиков. То есть они не только здесь занимаются укреплением русла реки, это те же подрядчики, которые занимались укреплением опоры моста по улице Самарзаканская. В Госуправлении по государственной языковой политике презентовали 5 новых изданий для детей и взрослых. Это абхазский язык, элементарные базовые уровни. Пособие для ведения делопроизводства на абхазском языке. Сборник стихотворения «Солнце светит» Платона Бебия. Сборник стихотворения «Солнце моей Родины» Владимира Цвинария. И сказки Ганса Христиана Андерсена, переведенные на абхазский язык Сергеем Зухба. Авторы пособия Альдона Ажиба, Диана Шамба и Адгур Шинкуба. Большая часть книг будет направлена в детские сады и школы по всем районам Абхазии. Приобрести можно и в книжных магазинах. Над изданиями под руководством специалистов Госуправления работали эксперты абхазского языка, методисты, приглашенные художники. Общий тираж всех книг – 2500 экземпляров. Очередные номера газеты «Республика Абхазия» поступили в продажу. На страницах последних изданий можно узнать, как прошла встреча руководителя Гудаутского района Рауля Лолуа с главой Ярославского муниципального района Николаем Золотниковым. Здесь же рассказывается о вечере Фазиля Искандера, который прошел в честь юбилея писателя в Москве. Большое интервью с руководителем аппарата Высшего совета ВАК Тимуром Тани опубликовано в номерах газеты. «Дорога стойких» – так называется статья о нелегком пути людей с диагнозом ДЦП. Автор публикации рассказывает о жизни семьи Хараня, проживающей в селе Джгярта. Это история о непокорности, судьбе и силе, которая рождается из любви к ребенку. О необходимости более активного развития детского спорта в Абхазии говорит заслуженный работник физкультуры и спорта, заслуженный учитель, почетный мастер спорта Абхазии Аслан Таркил. Все номера газеты доступны в электронной версии.
С 26 по 28 апреля в конно-спортивном клубе «Вива Россия», что в Московской области, пройдет Кубок Абхазии по конкуру, сообщается на сайте Госкомитета по делам молодежи и спорту. Тренер и в прошлом всадник уровня Гран-при, а также один из организаторов соревнования Харлам Симони отметил, что турнир пройдет уже в юбилейный 5-й раз и ожидается серьезная конкурентная борьба. Призовой фонд составит 1 миллион рублей. Турнир проводится при поддержке президента Абхазии Аслана Бжания. С 20 апреля снимаются все ограничения на подачу электроэнергии. Об этом сообщает Черноморэнерго. В последние дни в Абхазии установилась по-настоящему летняя погода. Температура воздуха поднялась аж до 28 градусов. Однако специалисты предупреждают об аномальности такого явления, ведь для середины апреля это совсем необычно. С чем связаны такие изменения климата и какую угрозу они представляют, узнавала Алика Трапш. Текущая неделя в Абхазии выдалась довольно-таки жарко. Столбики термометров показывали аж 27-28 градусов. По прогнозам синоптиков, лето 2024 года может побить все рекорды и стать самым жарким за всю историю метеонаблюдения. Причиной этому является изменение температуры экваториальной части Тихого океана. Повышение температуры воды опережает по климатической фазе порядка на 1,5 месяца, что, безусловно, сказывается и на температуре воздуха. Столкновение теплых воздушных масс с холодными вызывают погодные аномалии, и Абхазию они не оставят в стороне. Для Абхазии здесь больше доминантны именно шквалистые ветра ураганной силы. Это селевые потоки, когда в горах у нас выпадают залповые ливневые осадки. По склону гор спускаются огромные массы воды с почвенным грунтом, и, соответственно, затапливаются низменные участки, как это было неоднократно для Гагарского района. И подобные, конечно, сценарии мы ожидаем и в текущем году, начиная с мая месяца. По словам Асида Ахсалба, в этом году летом ожидается температура воздуха выше климатической нормы на 5-6 градусов. При этом стоит отметить, что превышение температуры даже на 1 градус формирует неблагоприятные события. Соответственно, природных катаклизмов не избежать. Но чтобы минимизировать их ущерб, уже сейчас нужно готовиться. В частности, речь идет о заблаговременной расчистке русел рек, которые во время сильных ливней могут выйти из берегов. Большие реки и малые реки, которые проходят через города, их, конечно, русла рек нужно очищать, углублять их, чтобы минимизировать ущерб в случае наводнений, подтопления территории. Ну и, соответственно, в случае сильных ветров деревья, сухие ветки деревьев и так далее. В общем, все это нужно ликвидировать предварительно, чтобы, еще раз повторюсь, уменьшить силу действия опасных явлений погоды. В весенний период особенно неустойчиво геомагнитное поле. В этом месяце оно будет высокое 21 апреля, а 24 числа ожидается сильное воздействие ультрафиолетового излучения Солнца. Поэтому не рекомендуется с полудня до 16 часов находиться под прямыми солнечными лучами. Это не только касается людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, но и для всех, кто не жалуется на здоровье тоже, потому что геомагнитное поле и ультрафиолет, они очень негативно сказываются на наше здоровье. И потом, что касается перепадов температур, то перепады температуры диктуют перепады давления атмосферного, в силу чего в суточном ходе температуры мы наблюдаем разницу в этой весной порядка от 10 до 20 градусов. И поэтому вот такие жалобы идут и от местных жителей, да и в целом, наверное, медики они подтвердят данную информацию, что в этом году, как никогда, очень неустойчивые погодные условия, в частности, касаемо этих явлений. У природы нет плохой погоды, не согласиться с этим нельзя. Главное не пренебрегать элементарными мерами безопасности, относиться к окружающей среде бережно, не нарушая законов природы. Алика Трапш, Нарсоу-Цулукия, Абхазское телевидение.
По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни 20 и 21 апреля на территории Абхазии ожидается переменная облачность, днем без осадков. В воскресенье с первой половины дня дождь, гроза, туман. Температура воздуха ночью плюс 11-16, днем плюс 22-27 градусов. Температура морской воды плюс 14 градусов. На этом наш выпуск завершен. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.